Всем привет, и друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Не подумайте, что это старое видео. Июль 2025. Июль 2025. Накануне Дня Ивана Купалы. Смотрите, что мы делаем. Мы топим печку. Потому что на улице очень холодно. Я не знаю даже сколько градусов. Маша не посмотрела. 12 градусов. 12 градусов, говорит. Дождливо, сыро, холодно. И вот мы, такой у нас перерывчик был уже довольно-таки большой в съемках опять. И мы решили снимать. Всем привет, и Маша. Привет. Немножко заснимем, что у нас в быту, что на огороде происходит. Может, Маша сможет выйти поснимать. Там, правда, Раиса Ивановна сегодня косит на улице. Ну и Маше надо покосить. Шумно, наверное, Раиса Ивановна, когда косит. Но, может быть, будет вдалеке и не так сильно будет мешать. Что в теплице творится. Все, конечно, не очень спешит расти. Ну, как и что. Сейчас вот натопим печку, пожарим рыбку, позавтракаем и пойдем на огород. На улице мерзкая погода и грязь прилипает к колесам. Я уже сегодня, наверное, не буду выезжать. Побуду дома. Вот. Ну а Маша думает вроде как. Я спросил: Маша, ты собираешься? Я говорю: оставайся дома со мной сегодня, в такую погоду. Говорит: нет, пойду. Совок кола. Я мешаюсь, да? Совок надо взять. Угу. Хорошо. Так-то что, прям замерзнуть нет такого холода, но печка дает потом такую сырость, такую сырую холодную погоду, и в доме так неприятно, уютно. Постель вся как будто сырая всегда, и в доме такой сырость. Холодная печка дает такую сырость. Вот, и приходится отопить. Вот такое лето 2025. Ну, на завтрак у нас, друзья, рыба свежепойманная. Маша сегодня с утра на рыбалке. Смотрите, какую щуку поймала на сетку. Не на удочку, на сетку. Окушат. Покажи, какие окуни красивые. Окуни. Я на рыбалку не ходил нигде. Нам, наверное, не очень много, да? Нам, наверное, это и хватит, да ведь? Угу. Для двоих-то хватит, да ведь, на завтра. И потом это уже молодец. Только крупная еще жареха будет. Там две щучки, вот такие же. Для детей, когда кошки приедут. И потом, да, внучок должен скоро приехать. Пожарим рыбку для них. А вот это пожарим сырую рыбу. На столе рыба, под столом вон барси. Видите там. Для барсика овощные плавники. Вот такой комплект для жарки.
У нас, друзья, все как всегда по-простому. Соль, растительное масло, в конце добавим еще сливочное масло. И может еще Маша сметанки положит в процессе жарки. И все, больше ничего. Никаких рыбных приправ, там, лука и все такого мы не кладем. Только рыба. Вся прелесть в ней, да, Маша? Свежая рыба, она должна быть свежей. И аромат свежепойманной рыбы, но свежей рыбы именно. Никаких приправ, ничего, чтобы не мешало. Соль еще. И очень даже будет вкусно. Можно с мукой, конечно, с поджаристой сделать. Но это нам нельзя. Потому как мы уже Ну вот, не очень полная. молодые. Полная. Полная сковородка, друзья. Тут 2 окуня и 1 щучка. Для нас вполне достаточно. Сейчас пока плита нагрелась, да еще не остыла. Потому что летом-то не топим сильно, да? И жар с плиты очень быстро уходит. Водички немного. Ну и сметанки. Сметанки буквально там пару ложечек чайных. Щуку можно, конечно, и в молоке в печку засунуть, но это нужно зимой, когда топится сильная печка, чтобы вот там внутри большой печки был жар. Так, сковородка на плите. Скоро будем завтракать. Экологически чистый завтрак, так сказать. Ну что, завтрак уже готов. К нам присоединилась Раиса Ивановна. Привет, Раиса Ивановна. Привет. Она уже сегодня накосила. Посмотрите, какой завтрак. Будем завтракать все втроем. Раиса Ивановна с города Сыктывкар. Усики пропали. Вот, Укосы, говорит, усики пропали еще. Еска Перерыв. Еска у триммера пропала, говорит. Испарилась. Будем завтракать, потом снова за работу, так сказать. И вот такая рыбка. Ёкыш. Маша сегодня с утра сети проверила, щуки принесла. Маша вообще хорошая хозяйка, да, Маша? Ой, боже. Да, мне хвостик, вот. Я всегда люблю хвостик. Потому что там меньше. Потому что там костей почти нету. Вот так, всем приятного аппетита. Как уже кушать будем, конечно, не будем снимать. Руками, ногами. Руками, ногами. Потому что рыба, она макаем и все такое. Вкусно. Деревенский завтрак это отличный. Не знаю, как съемка получается, потому что напротив окна снимаю вообще. Ужасно она может быть съемки, но какие есть. А потом после завтрака Маша пойдет и еще покажет, друзья мои, огород. Что там растет, что не растет, что растет у Раисы Ивановны. Вот так. Все. Кушаем. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Тебе тоже приятно. Спасибо. Вот там на подоконнике растут. Что растет? Бегония цветет. Цветет герань и розы цветут. Орхидею кое-как мы с Машей спасли. Перестала цвести, не цветет, не цветет, и решили корень посмотреть, а там уже загнивает. Потом сделали операцию, убрали все лишнее, дезинфицировали чем? Хлоркой или не хлоркой? Еще помнит мы. Отбеливателем, что ли? Каплю отбеливателя, что ли, в воду. Это все прополоскали, и вот снова зацветает, уже бутончики появились. Орхидея у нас очень часто цветет. Все, перестаю болтать. Взяла камеру в свои руки, вышла на улицу показать наш огород. У нас погода
холодная. Вон в какой рабочей куртке я вышла сегодня на улицу. Пасмурная. Каждый день дожди идут. Вот. Ну и хочу показать наш огород. В каком состоянии. Что растет, что не растет. Вот. Ну, клубнику закрыла. Один раз уже заносила клубнику красную уже, с молоком уже покушала. Вот. Значит, свекла видно, что растет. А вот насчет кукурузы, что-то у меня с кукурузой в этом году не очень. Заново посадила уже здесь. Вон маленькие вышли. И прохладно, холодно, может из-за этого и кукуруза у меня не растет. Тоже нужно тепло. Вот. Кабачки там в дальнем углу. Что-нибудь будет. Вырастет, не вырастет. Тоже вон. Все еще маленькие листочки. А там в углу, значит, брокколи посадила. Брокколи. Смотрю, да, наверное, замерзли или что ли. Что-то у меня 3 куста только осталось нормально. Ну ничего. Помидоры. То, что посадила сюда, тоже не растут. Стоят на одном месте из-за холода. Вот. Ждем потепления. Вот. Теплица сегодня еще у меня закрыта. Зато картошка. Для картошки, наверное, самая хорошая погода. Каждый день дожди. Вот. Надеемся, что картошка в этом году будет. Раиса Ивановна у нас косить собирается. Так. Черешню вон закрыли марлей, потому что очень много птичек летают. Вот. И хочу сказать, что сделали мы капельный полив. Вот. Капельный полив. И это очень удобно. Каждый день, каждое утро, с утра в 7 часов капает. Огурцы. Могу показать еще маленькие такие у меня огурчики. Огурчики есть. Вот. Ну и помидоры тоже висят уже. Так. Помидорчики. Это у нас черри карамель. Вот это кусты. Дальше сибирский томат. Но здесь еще помидоров не видно. Вот. Это челнок. Так, дальше. Так, здесь боец сажала. Вон маленькие помидорчики есть. Видны. Так, здесь у нас Дагестан. Помидоров пока нету. Дальше Санек. Сорт такой. 2 помидора висят.
Просто мне надо еще полить удобрение, принести удобрение, чтобы у меня помидоры пошли в рост. И чтобы завязей было больше, и помидоров больше. Но, как видно, у меня очень еще такие маленькие. Хотя видно, что ствол очень толстый, да? Ствол очень толстый. Крепкий ствол у всех. Вот. Вот, надо начать бы поливать каким-нибудь удобрением. Ну, то, что поливала в прошлом году. Борной кислотой побрызгать. Это тоже хорошо помогает для завязей. Вот. Ну и огурцы тоже. Огурцов видно много, да. Вот. Здесь теплицы тепло. Пока, наверное, не закрою. Вот. Ну вот такой Сергей сделал капельный полив. Установили капельный полив. Здесь у меня арбуз, дыня, вишня, виноград, так что не буду открывать. Там тоже ничего не растет, все стоит на одном месте. Вот. Ну вот такая прохладная погода, да. Может из-за этого. Ждем потепления, конечно. Сделали, значит, новые столбы, линии. Сделали свет у родительского дома, значит, отключили здесь и соединили мы к нашему дому, чтобы от нас уже включать, значит, в баню свет и к колодцу тоже протянули. Этим занимался муж. Вот, работников позвали, и это все мы сделали. А теперь, захожу домой. Умка. Каждый вечер с Раисой Ивановной выходит гулять. Раиса Ивановна прогулку делает вместе с собачкой нашей, с Умкой, да? Умка. 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 Да, правильно. Ждет, не дождешься. Да. Ну вот, немножко Маша тоже показала свои владения, так сказать. Я просил капельный полив поснимать Машу. Она слабенько там поснимала, вроде как по ее рассказу. Я даже не знаю, что она наснимала, но там еще есть механизм такой, который включает сам, кран открывает, электронный специальный я прикупил, помощника. Вот этот механизм капельного полива и главный помощник, так сказать, Маша, он включает это, открывает краник. И это самое, мне хочется тоже немножко помочь, хоть как-то, чем-то. Вот. И вот так получилось. Отличное, между прочим, отличное это самое приспособление, капельный полив. Не надо думать там куда-то, например, поедешь и думать в жару, особенно в жаркую погоду. Вот. Все растет, как вы увидели, все растет, но все медленно, конечно. Единственное, для картошки, наверное, которая вот на песке, вот что у дяди Вани там, у сестры и у Нины, у них там песочек, и для картошки это очень хорошая погода. И для черники, наверное, в лесу, потому что черника, она северная ягода такая. Вот так и живем. Ну и насчет съемок еще, опять мы задержались со съемками. Ничего уже наперед обещать не буду, потому что обещаешь, а не получается, потому что вот наобещал я, а потом такие события у нас не очень хорошие случились. У меня 19 июня умер отец, не дожив до своих 92 лет, 9 дней всего. Вот. Похоронили, вот, и 28 июля уже будет 40 дней у него, как я буду уже без отца, так сказать. И тоже нету настроения такого, что вот
взять и сниматься. Какое настроение тут? Тут немножко, Маша говорю, давай хоть немножко поснимаем, что у нас растет, что посадили и все такое. Хоть немножко с нашими зрителями пообщаемся. Вот. Накануне такого праздника Ивана Купала всех, ну вот еще вернусь к празднику вот Ивана Купала, всех Иванов поздравляю с именинами, кого именины, и всех православных поздравляю с днем Рождества Иоанна Предтечи. Это вот праздник этот, кто-то не признает этот праздник, но я очень люблю и ценю, потому что я Иванович, и всех Ивановичей, и девочек, которые Ивановны тоже, всех поздравляю с этим праздником. Вот. Потому что этот праздник, он объединен, так сказать, и вот Купала, купальница, праздник купальница, был такой в древности праздник купальница на Руси. Это языческий праздник. А есть праздник Рождество Иоанна Предтечи. Это уже праздник православный, христианский. И вот в свое время как-то церковь объединила вот эти два праздника. И получился праздник Ивана Купалы. И до сих пор у нас празднуется в селе этот праздник. И ценится этот праздник. Уважаемый праздник. И всех с этим праздником поздравляю, друзья. Вот так. И заканчиваю этот ролик и говорю всем до свидания. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ждите нас. Надеюсь, скоро еще раз увидим. Чіпичевой Август воджа сивчані щавге, влавилинке джидзер. І щелем вилин Август, мішок щалок ти щармос, талун міним ще кизев. Тає зери збирас, і тає шоги збирас, югит шонди нюмьов тас. Сикмуз гажен тирас, і керка пичка пирас, югит гажалун локтас.